Интервью в эфире Радио Крым Реалии. Всем привет, с вами Радио Крым Реалии, у микрофона я, Катя Некречия, и напомню вам, что прекрасная возможность оставаться с нами на одной волне — это включить FM-приемник на волне 105,9 FM или же настроиться на сайт Крым Реалии и онлайн слушать нас. Также вы можете отдельные наши программы смотреть в прямом эфире или уже в повторе на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. И еще на сайте Крым Реалии доступны текстовые версии тех интервью, которые мы делаем в рамках Радио Крым Реалии, поэтому welcome, приветствуем всех. Это программа в записи, но если вдруг вы попадете на наши прямые трансляции, то вы можете и позвонить к нам в эфир по бесплатному номеру телефона для жителей Крыма 8 810 06 926. Ну, а мы вместе с вами сегодня будем говорить с украинским журналистом, который работает в Крыму постоянно, периодически на протяжении вот уже 4 лет, получается, да? Тарас Ибрагимов в нашей студии. Тарас, здравствуй. Здравствуйте. Мы как раз до того, как начали эту запись, говорили о том, когда ты впервые приехал в Крым после 2014 года, и это был, скажи, когда? Декабрь 2015 года. Ну, наверное, можно считать уже с 16-го. Ну, да, ну, фактически получается, конечно, что с того времени, да, за эти годы ты периодически наведываешься, или, не знаю, как выезжаешь в такие долгие командировки длительные, или как ты ощущаешь вообще, как по календарю, ты где времени больше проводишь, в Киеве или на полуострове? Да, кстати, я вот в Фейсбуке есть же эта функция Memories, когда тебе Facebook что-то напоминает. И вот у меня что не Memories, то вот Memories из Крыма. Вот я, когда в мае был, на 18 мая, там вот эти траурные мероприятия, посвященные депортации крымских татар. И я стараюсь каждое 18 мая приезжать, потому что это такая вот тяжелая дата, и всегда много людей, и это интересно как-то наблюдать. И каждый год мне Facebook напоминает, что вы 18 мая были в прошлом году, вы 18 мая были позапрошлом году, и вот постоянно мне Facebook напоминает, что и у меня складывается ощущение, что я больше времени провожу в Крыму, чем в Киеве. Хотя объективно, наверное, пополам, где-то месяц здесь, а месяц там вот. Моя последняя командировка крайняя 1,5 месяца. С середины мая, и вот я приехал 1 июля. Тарас, ну как журналист вообще выбирает для себя, или это за него кто-то делает, да, сколько ты времени должен находиться в Крыму? Почему именно 18 мая ты должен приехать, например, в Крым? То есть как ты это определяешь для себя? Когда тебе захотелось или когда какие-то события происходят? Но хороший журналист, конечно, должен быть на месте событий и видеть, как они разворачиваются. Ну, понятно, что есть такие даты, как 18 мая, когда ты, очевидно, хочешь просто посмотреть, как там будут вспоминать день депортации крымско-татарского народа, и ты это планируешь заранее. Если тебе это интересно, есть СМИ, которым это интересно, ты тогда едешь. А вообще на протяжении года, если мы не говорим про какие-то даты, как удается планировать, что для тебя приоритетным является? Ну, я, во-первых, слежу за судебными процессами, которые идут по существу, и там уже есть графики судебных заседаний, и ты понимаешь, что там через неделю будет проходить судебное заседание там, в Ростове или в Киеве. И стараешься как-то свои графики, свои поездки уже подстраивать под график судебных заседаний. Но сложность в том, что большинство каких-то событий, текущих в Крыму, я все-таки текущий корреспондент более новостной, и вот который отрабатывает более такую текущую повестку больше, то, к сожалению, оно непрогнозируемо. То есть я не могу спрогнозировать, задержат сегодня кого-то, угадать или нет, и появится ли сегодня какое-то новое уголовное дело. То есть я просто приезжаю на месяц. Месяц — это уже какой-то такой биоритм, наверное, потому что больше месяца мне как-то тяжеловато находиться там, и уже хочется домой. Вот. Бывало, что я там был и по 2 месяца, но это как бы для меня такое немножко уже чересчур. А почему тяжеловато? Просто как-то устаешь от по этого дому всего, или да. устаешь? Нет, скорее устаешь морально от той повестки, которой занимаешься. И тебе хочется уже немного передохнуть.
Я понимаю, как выглядит рабочий день, когда я работаю там в редакции в Киеве, да, то есть в зависимости от того, когда у меня эфир утром, днем или вечером, да, первая, это вторая смена и прочее, я прихожу на работу или там дома готовлюсь к этому в том числе, но для меня это все понятно. Я примерно понимаю, работая журналистом, что значит выезжать в поле в какие-то командировки, когда ты едешь туда на несколько дней, например, это может быть какой-то там, какой-то другой город, другая область, а может быть и другая страна, и ты там отрабатываешь, у тебя есть какое-то конкретное задание. И я никогда не была, например, фрилансером, я всегда работала для какой-то редакции, в которой я работаю, и очевидно, что задание ставит редакция, и ты уже его там отрабатываешь, ориентируешься на месте и прочее. То есть для меня вообще непонятно, как это длительная командировка, и расскажи, что можешь про специфику этой работы, тем более думаю, что радиослушателям и нашей аудитории, которая с этим никогда не сталкивалась, вообще эта сфера интересна, как это все работает. То есть ты едешь в Крым на месяц, и как выглядит там твоя работа? Что это значит? Что ты там делаешь вообще? Ну, ты просыпаешься и следишь, во-первых, с вечера проверяешь, какие судебные заседания назначены на завтра, и понимаешь, что тебе нужно прийти там вот в Киевский районный суд, потом в Верховный, они все в Симферополе, да, и просто вот следишь за судебной повесткой и судебным графиком. И в случае чего, если вот случаются какие-то форс-мажоры, например, вот в последнюю мою поездку один из таких вот запоминающихся форс-мажоров, наверное, так это можно назвать, ну, непредвиденных каких-то ситуаций, это вот задержание Лютфие Зудиевой, Мумине Салиевой. То есть ты не можешь это прогнозировать. Я в тот момент находился под Верховным судом, мы отписывали какую-то обычную новость судебную, и вот видим, что пошли там сообщения о задержании. И ты уже едешь там как-то в зависимости от ситуации подстраиваешься и понимаешь, куда тебе нужно ехать, что тебе нужно делать, вести стрим или писать какие-то новости или тексты, или делать фотографии. То есть это все в режиме вот реального времени. И там, я не знаю, ты находишь быстро машину, кому-то садишься и приезжаешь там уже на место, где происходят какие-то события. Вот То есть, к сожалению, особенность в том, что действительно, как бы это, наверное, не звучало, это, на самом деле это не романтика, на самом деле это рутина, и очень сильно от этого устаешь. Но ты никогда... Бывают дни, когда ты не знаешь, не можешь предугадать, в каком городе или в каком месте ты окажешься, там, в Симферополе, Бахчисарае или Севастополе. И вроде бы ты планировал, допустим, там, отработать 3 судебных заседания, отписать по этим заседаниям новости, сделать какие-то материалы, а потом, оказывается, все абсолютно наоборот, и ты там занимаешься чем-то совсем другим, там, допустим, задержанием активисток, потому что это важнее, куда важнее, новости как бы по судам подождут. Ну, можно как раз остановиться на этом случае, о котором ты рассказал. Я только могу напомнить нашим радиослушателям и себе тоже напомнить, во всяком случае, даты, хронологию этих событий, потому что это была важная новость для того, чтобы, вот как Тарас говорит, да, там, отработать ее как журналиста, чтобы собрать все факты, а что случилось. И это действительно была для общественности и для потребителя эта информация тоже важная новость, потому что впервые с 2014 года задержаны были женщины-активистки, и это, конечно, повергло в шок многих, и надо было разобраться, что же произошло. Немного напомню, что случилось это 30 мая. Российские силовики задержали 2 крымско-татарских активистов, правозащитницу и гражданскую журналистку Лутфие Зудиеву, а также жену фигуранта бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир, в кавычках так называемого его, на Крым-Реалии, координатора инициативы «Крымское детство» Мумине Салиеву. Позже их отпустили, открыли административные дела по статье 20.3 КоАП России «Демонстрация запрещенной символики». И нужно отметить, что уже вот 31 мая, то есть на следующий день, Киевский райсуд Симферополя, он признал крымско-татарскую активистку, супругу фигуранта, значит, бахчисарайского 2-го дела Хизбут-Тахрир Мумине Салиеву, виновной в нарушении вот этой вот статьи, оштрафовал ее на 1000 рублей, да, и, собственно, с Лутфие Зудиевой случилось в этом же Киевском райсуде, да, тоже было дело, и тоже, в принципе, был штраф, то есть ее признали виновной в демонстрации символики запрещенной организации и оштрафовали на 2000 рублей. Вот такая вот история. Она происходила, получается, вот 30-31 мая, и в этом во всем нужно было разбираться, на что это было похоже для тебя, ты оказался внутри этой ситуации. То есть, Я что... только поправлю буквально
буквально чуть-чуть, что, к сожалению, это не первые случаи преследования женщин. И вот, кстати, на сайте Крым-Реалии можно найти историю и хронологию преследования других активисток. И, в принципе, ну, вне зависимости от там, позиции и гражданской какой-то активности, было уголовное преследование Гульсум Алиевой. Это супруга, вернее, дочка, извините, политзаключенного, фигуранта Ялтинского дела Хизбут Тахрир Муслима Алиева. И еще одна девушка из Ялты, Элина Мамедова. Против них были возбуждены уголовные дела по 282 статье. Это такая народная статья в России в свое время, статья за репосты. И, к счастью, она сейчас уже частично декриминализирована, переведена в плоскость административных правонарушений, то есть преследует уже по административному кодексу, не уголовному. Да, хотя раньше по этой статье людей сажали в тюрьму. А у них тоже были задержания? Да, у них были задержания, обыски, более того, и суды проходили. Ну, то есть, как бы, случаи преследования женщин были в Крыму и до этого. Просто, наверное, у нас в сознании как-то так случай с Мумине Салиевой и с Лютфе Зудиевой, в случае с ними, вот, наверное, сработало то, что такие громкие имена, это женщины, которые постоянно на слуху, и вот мы как-то восприняли это особенно вот с таким, наверное, особым чувством справедливости. Ну, хорошо, что здесь меня подправил, да, и я уже так понимаю теперь, значит, что многие журналисты в том числе такую неточность допускают, да, потому что они активно действовали, их знали, и поэтому это еще, может быть, вызвало шок. Как это происходило вот там вот на месте? То есть, и было ли это какой-то вот такой прям яркой неожиданностью для них, потому что, в принципе же, в тот момент, когда их задержали, не было понятно, что будет дальше, да, то есть отпустят их или нет, по какой статье их задерживают и как развернутся дальше события. То есть что происходило в этот момент, где ты находился и что ты видел? Конечно, вот было опасение, что в первые минуты задержания всегда главный вопрос, это будет ли это административное преследование или уголовное. И в данном случае это были административные статьи, демонстрация запрещенной символики в социальных сетях. Значит, в тот же день они были доставлены в центр их ознакомили с материалами дела, не пустили адвокатов, собралось огромное количество людей в связи с тем, что как раз-таки здесь сработало несколько факторов, потому что это женщины раз, и в среде мусульман вот как бы преследование женщин, оно особенно остро воспринимается мужчинами в том числе, да, потому что как бы, ну, одно дело, когда преследуют мужчин, другое дело, когда вот трогают уже женщины, для них это вот воспринимается так, как некое оскорбление, наверное, даже. И второе, это то, что эти женщины постоянно на слуху, они достаточно активны, Лютфе занимается крымской солидарностью, тем ресурсом, который на Фейсбуке постоянно отслеживает новости по судам. Мумине Салиева, супруга Сейрана Салиева, фигуранта бахчисарайского дела Хизбут Тахрир, она занимается крымским детством, это проект, который опекается детьми политзаключенных. И вот они постоянно находятся вот в медийном поле, и это второй фактор, почему это было таким громким задержанием, громкой историей. Тот же день, к счастью, их отпустили, показали материалы административных производств и назначили дату судебного заседания на следующий день, на утро. Но в итоге из вот Киевского суда мне не удалось попасть, я был возле суда, мы ушли оттуда, по-моему, в начало первого ночи. То есть целый день длились судебные заседания, при том, что крымские татары, мусульмане, которые собрались там, они в тот день, это был пост-Рамадан, месяц Рамадан, они держали пост, то есть там до заката нельзя было пить, кушать, и стояла такая достаточно жаркая погода, но тем не менее там было под судом порядка 500 человек, может быть, даже и больше. Это, кстати, достаточно нетипичная ситуация, потому что обычно собирается там, ну, порядка 50-100 человек на какое-то рядовое судебное заседание, их там каждый день происходит по 3-4-5 заседаний. А здесь вот как бы история такая была громкая. Ну, конечно, это было интересно наблюдать, когда люди там целый день сидят под судом на траве, там разложили уже какие-то коврики, ждут решения суда.
там кто-то уже спал ближе к ночи, организовали уже после заката, уже когда можно было там кушать, организовали еду, ифтар. Ну, то есть вот достаточно такая интересная история была. Ну и если резюмировать, то, конечно, несмотря на то, что это административное преследование, по практике, которую мы наблюдаем последние годы, это вот начало уголовного преследования. Это такая первая ступенька, потому что многие активисты, которые сидят сейчас в тюрьме там, по террористическим статьям или уже осуждены, вначале нередко так случалось, что вначале против них возбуждали административные дела, по похожим статьям, кстати, вот Ремзи Бекиров, один из фигурантов громкого дела 24, второе симферопольское дело Хизб ут-Тахрир, его привлекали тоже по статье 20.3, по аналогичной статье, и он отсидел, по-моему, админсутки. И потом вот уже вот он оказался фигурантом такой тяжелой статьи. Тут уже мы уже вспоминали о том, что административный российский суд, да, Киевский суд подконтрольной России в Крыму, он, в общем-то, внес такой административный вердикт. В общем, для двух активисток это 3000 рублей. Вроде сумма небольшая, но мы уже знаем о традиции, потому что крымские татары, значит, по всему Крыму собрали деньги на оплату штрафа, которые присудили активисткам Лутфие Зудиевой и Мумине Салиевой, и вот эту сумму в 3000 рублей традиционно собрали из 10-рублевых монет. Ее собрали, кстати, вот буквально в считанные минуты после того, как стало известно решение суда. Вот по Мумине Салиевой это было примерно где-то в 5 часов вечера решение, а по Лютфе уже поздно ночью, да, и вот буквально вот сразу, когда решение уже там вынесли, активисты, вот, которые под судом были, они там сразу прошлись, там, за 2 минуты, я вот наблюдал эту картину, за 2 минуты там собрали этот штраф. Как на оплату, то есть видела ли ты, как происходит вот оплата этого штрафа, когда огромное количество монеток приносят? Да, это очень забавно, на самом деле. Это такой троллинг, я бы назвал это, если можно так назвать. Я не наблюдал, как оплачивали штраф Мубине и Лютфие, потому что еще, по-моему, у них апелляции должны пройти по этим решениям. Но раньше, когда вот была такая череда, вот был такой период где-то в 17-18 году, когда было очень много административных дел, и назначались вот штрафы, в том числе за одиночные пикеты, вот если припомнить, да, там массовые такие одиночные пикеты были, то, конечно, там собираются вот ведрами эти монеты и приносятся в банк, и вот как бы там люди, которые стоят там в очереди там оплачивать коммуналку, видят какие-то ведра, монеты, это все высыпается на кассу, и людям, которые работают в банке, просто нету другой возможности, как сидеть и считать их. Вот. По-моему, как-то я даже припоминаю, что в один из случаев, когда мы оплачивали штраф, то поломалась даже машина, которая считает вот эти копейки. Ну да, это такой процесс, который может затянуться надолго, в зависимости от штрафа, может быть, даже на целый день. Ну, а что сейчас с этим делом? Как ты уже говоришь, апелляция, да, возможно, и, в принципе, и все. То есть в отношении этих двух активисток вот они как-то сейчас абсолютно поспокойнее всё стало, отдают или? себе отчет в том, что это начало, ну, то есть, как бы, это такая первая ступенька, я повторюсь, и они понимают, что они не исключают того, что против них могут быть возбуждены уголовные дела. Я общался что с Мумине, что с Лютфие, и, конечно, они понимают, что в один день против них могут появиться какие-то террористические статьи там, за участие в Хизб ут-Тахрир или там, пропаганда терроризма, и они окажутся за решеткой. Ну, вот это уже будет совсем другая история, да, когда женщин вот будут судить за это, потому что, к счастью, в случае с Элиной Мамедовой, которую я упоминал, и Гульсум Алиевой, там обошлось без меры пресечения, без содержания в СИЗО. К счастью, эти статьи как-то быстро исчезли из Уголовного кодекса, так все совпало. А здесь, конечно же, история может быть вот намного более печальной, но эти женщины не будут как бы сдавать назад, то есть их это не напугало, они продолжают работать абсолютно как бы просто уже с пониманием, уже конкретным пониманием того, что все это может закончиться уголовным делом.
Ну, будет так или нет, это будет, конечно, видно, да, но тем не менее важно, чтобы мы с вами, дорогие радиослушатели, были в курсе и таких событий, которые происходят на полуострове, потому что в наших эфирах мы говорим о разных проблемах, которые касаются Крыма, о разных каких-то новостях, заявлениях, что к чему может привести, это все от бытовых каких-то моментов, да, значит, стартуем от бытовых моментов, в итоге мы говорим также о каких-то правозащитных вопросах, и это тоже сегодня есть, поэтому спасибо за то, что вы остаетесь с нами и узнаете, что происходит в Крыму вот в этой сфере. Радио Крым Реалии всегда активно это освещает, а сайт Крым Реалии в новостях своих всегда в такие особенно горячие моменты, когда что-то происходит, какие-то суды, какие-то преследования, какие-то обыски. То есть мы всегда хотим понять, какая же официальная причина такого поведения и какие причины у российских силовиков есть. И, собственно, к кому они приходят, какие у этих людей, какой бэкграунд и как это все происходит, каким образом. Да? А ваше уже дело оценивать это и как-то для себя понимать, что же происходит. Тарас Ибрагимов в нашей студии, украинский журналист, который работает в Крыму, приблизительно, получается, месяц через месяц. Да, то есть полгода где-то ты в целом проводишь на полуострове, освещая как раз вот эти все события. Еще одна история крымского блогера, которая, не без внимания вот крымских СМИ, которые освещают такие вопросы, да, крымско-татарский гражданский журналист и блогер Нариман Мимидиминов, он находится сейчас в спецблоке СИЗО-1 российского Ростова-на-Дону и освещал все, что происходит с ним, как и многие вот эти вот такие дела, крымская солидарность в том числе, да, адвокат там Эмиль Курбединов, если не ошибаюсь, и, собственно, тут тоже история вообще, что случилось. Я сейчас кратко то, что вот на сайте Крым Реалии есть, потому что, безусловно, мы следим за этими событиями. Вот что случилось, да. Случилось 22 марта это все, еще 2018 года, в Бахчисарайском районе, в доме у Наримана. Там российские силовики и правоохранители провели обыск. После этого, значит, Наримана Медиминова увезли на допрос в управление ФСБ России в Симферополе. 23 марта 2018 года суд арестовал его. Ему тогда предъявили обвинение по части 2 статьи 205 Уголовного кодекса России. Это публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети интернет. И собственно, да, я только отмечу, что еще прокуратура АРК 23 марта 2018 года внесла в единый реестр досудебных расследований сведения по признакам уголовных преступлений. Это незаконное лишение свободы или похищение и нарушение неприкосновенности жилища. Вот это по Уголовному кодексу Украины. То есть здесь такая вот ответочка из Киева тоже есть. Да? И важно сказать, что, например, Национальный союз журналистов Украины, НСЖУ, назвал арест Мимидиминова в Крыму нарушением прав на свободу мысли, свободное получение и распространение информации, в том числе с помощью сети интернет. Вот какие детали этого дела, то есть почему, в принципе, человека, который позиционировал себя и которого многие воспринимали как блогера и журналиста, то есть не активиста, который выступает за какие-то права, а человека, который разжевывает, объясняет какую-то информацию или оповещает о чем-то людей с помощью интернета, почему пришли к нему? Вообще, какая версия есть у тех людей, которые вот занимаются этим делом, адвокаты в том числе, да, там правозащитники в Крыму? Я начну с того, что я с Нариманом был знаком до ареста. И это такой интеллигентный человек, очкарик, очень вежливый. И постоянно, когда вот мы с ним пересекались под судами или как-то вот там проводили какие-то рабочие встречи, он постоянно интересовался именно вот журналистикой, спрашивал, как писать новости, как там более правильно вести стрим, трансляции. Ну, то есть вот какие-то такие технические вопросы. Просто повышал, наверное, вот там по ходу своей работы, свою квалификацию и пытался делать свою работу лучше, да. И Нариман занимался, значит, вот журналистикой, такой гражданской, мы привыкли ее называть гражданской журналистикой, но фактически для меня он просто как журналист, просто самоучка, журналист по призванию.
И поэтому для меня это дело особенно как-то, да, я не могу сказать, что я прям субъективно к нему, не могу объективно говорить, на самом деле могу по существу, да, но я отмечу, что просто для меня вот как бы здесь есть и в том числе какая-то личная история в этом деле. Значит, он один из первых, кто начинал стрим-трансляции из-под судов, в том числе по делам Хизбут Тахрир. Вот если припомнить, 15-й год, одно из первых дел по Хизбут Тахрир — это севастопольское дело, там еще такое громкое имя есть Руслан Зайтулаев, которого на 17 лет осудили. Это вот такое первое дело, да? Сейчас их уже много, там порядка 5-6. И вот он один из первых, кто вел трансляции из-под судов. Каждодневно, когда там закончилось заседание, выходит адвокат, и вот еще не было ни крымской солидарности, ни вот этих упорядоченных постов, которые мы привыкли видеть на странице крымской солидарности. В принципе, Нариман был одним из первых, кто запустил из тех людей, которые вот у которых возникла идея создать вот это сообщество в Фейсбуке, и не только в Фейсбуке, которое бы освещало эти процессы. И в крымской солидарности он отвечал за медийную вот составляющую, то есть он там новости писал, проводил, опять-таки, эти трансляции, о которых я говорю. Вот это его работа была. И я очень много помню истории, когда вот мы там с ним советовались, как правильно вести текстовую трансляцию, когда были громкие административные дела по одиночным пикетам, там порядка 80 человек задержали, и было очень много судов, и они не были назначены в один день, и мы с ним вот обсуждали, как правильнее, чтобы подать эту информацию, чтобы читателю было понятно на странице Крымской солидарности. И вот это та работа, о которой я рассказываю, это та работа, за которую его преследуют, если говорить по факту. Если же говорить по уголовному делу, о том, что есть в материалах дела, то вменяют ему 2 ролика в Ютубе, которые он сделал еще до 2014 года. И в этих роликах есть символика Хизбут Тахрир. Вот там каких-то 2 ролика он смонтировал, я их не видел, потому что вот еще не ознакомлен с материалами дела. Но следствие усмотрело в этих роликах пропаганду терроризма и возбудило уголовное дело. Но что адвокаты, что сам Нариман, уже состоялось первое заседание по существу, буквально неделю назад. Он выступил с заявлением в суде в Ростове, что считает уголовное преследование в отношении себя политически мотивированным и преследует его, по его мнению, за как раз-таки ту работу, о которой вот я рассказываю. Это не первый случай, к сожалению. Есть пример там Ремзи Бекирова, о котором я говорил, и очень здорово, что там международная организация «Репортеры без границ» вписалась за Ремзи Бекирова, она выпустила заявление с требованием освободить. Очень хорошо, что украинские журналисты здесь делают заявление по поводу того, что преследование Наримана незаконно. То есть это важно понимать, что эти люди, пускай они без там редакций, без какого-то специализированного образования, у них нету пресс-карт, нету каких-то, возможно, нету редакционной политики, там они не всегда, может быть, работают по стандартам, но фактически это люди, которые делают вот работу в Крыму журналистскую. Просто потому, что никто другой ее не может делать каждодневно. То есть стрим событий — это так вдруг, кто не сильно активно пользуется интернетом, то есть ты реально можешь выйти просто со своим телефоном с интернетом, да, и со страничкой в Facebook на своем аккаунте делать любой, в принципе, стрим. То есть просто распространение информации какой-то, да, и все. То есть этим занимаются многие и блогеры, в том числе и в Инстаграме, и в Фейсбуке, и в Ютубе, и просто у каждого своя какая-то повестка дня, но это помогает, например, в том числе медиа, и украинским, и российским, и всемирным, подхватывать эти новости и таким образом давать какую-то картинку, а что происходит. Картинку давать на телевидении, звук на радио и там на интернет-площадках в том числе. То есть мир сегодня как-то, конечно, с одной стороны, вроде более открыт, с другой стороны, вот мы видим, что и к блогеру могут прийти, и вот он уже, получается, больше года находится в СИЗО.
С нами в этой студии был это время Тарас Ибрагимов. Вот полчаса нашего эфира они убежали сквозь пальцы, но зато за это время мы узнали, как работают журналисты на полуострове, и о нескольких, да, буквально там о 3 делах, которые вот сегодня происходят, и которые связаны тоже с медийной, то есть это частичка вообще медийного поля, да, все, что происходит вокруг нас, как нам узнавать о том, что происходит на полуострове в том числе. Тарас, спасибо тебе огромное за то, что пришел к нам в эфир. Тарас Спасибо Ибрагимов, вам. украинский журналист, который работает в Крыму. И с вами была я, Катя Некречия. Это радио Крым Реалии. До новых встреч.